Ну, была скорая. Сказали, что вроде ничего серьезного. Вот сейчас все сильнее и сильнее боль. Водитель Рено жаловался на боль в спине и ноге. Говорит, удар был очень сильный. Ну, вот что-то ребра побаливают сзади. Нога. Голова-то вроде не болит. Рассказывает, ехал в сторону Левченко в левом ряду. Форд выехал на встречную полосу и появился перед ним совершенно неожиданно. Не успел ни свернуть, ни нажать на тормоз. После мощного удара обе машины развернуло поперек проезжей части, а Рено еще и выбросил на тротуар. Благо, пешеходов в этот момент там не было. Молодой человек рассказывает, с трудом открыл дверь и выбрался из разбитого автомобиля. Первым делом побежал к Форду, узнать, никто ли не пострадал. Но на нем вроде ни одной царапины. Повезло. Водителю Форда его состояние было не так интересно. Говорит, он вообще избегал какого-то общения. Позже стало понятно, почему. Алкотестер выявил больше 0,7 миллиграмма чистого алкоголя в литре выдыхаемого мужчиной воздуха. От внимания к себе он спрятался в машине своих знакомых. Родственники водителя, да, получается? Без комментариев. Как произошла авария, водитель Рено не понял сам. Записи с камер есть на ближайшей автозаправочной станции, но выдать их могут только по запросу правоохранительных органов. Записи нет, я сам очень хочу увидеть. Пока о причинах столь резкого выезда на встречную полосу знает только со слов водителя Форда. С его слов я уже позже спросил. Объезжал пробку, я так понимаю, здесь пробка образуется постоянно. Я далеко не местный, не с этого района. Я просто уже постфактум спросил, вот услышал. Машину, говорит молодой человек, жалко. Купил ее пусть не новую, с рук, но недавно. И автомобиль его не подводил. Теперь переживает, как бы не было проблем со страховкой. Не знаю, мне тут сообщили, что если признают его пьяным, то там уже в судебном порядке решается вопрос компенсации и так далее. Но этим он планирует заняться позже. Сразу после оформления аварии молодой человек планировал поехать в больницу. Чувствовал он себя с каждой минутой все хуже. Юлия Гоголева, Константин Бушуев, вызов 112.